На сегодня число умерших от коронавирусной инфекции, которым выставлен диагноз COVID, еще 50 случаев. Из них за последние сутки 3 случая. Больная 1966 года рождения в городе Бишкек проживала. Обратилась в Республиканскую клиническую инфекционную больницу 24 июня с диагнозом коронавирусная инфекция, крайне тяжелое течение. Были осложнения, двухсторонняя пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, дыхательная недостаточность у нее была, ДВС-синдром, легочная сердечная недостаточность, отек головного мозга. И были сопутствующие заболевания, как коронарная болезнь сердца, атеросклероз, гипертонические болезни высокого риска, холецистит, хронический панкреатит и вдобавок был сахарный диабет 2 типа. При поступлении состояние было тяжелое, была назначена интенсивная терапия, но несмотря на все усилия медицинских работников, проводимые лечебные реанимационные мероприятия, та больная умерла, скончалась. Второй случай. Мужчина 1953 года рождения, проживал в городе Ош, поступил 26 июня и с диагнозом коронавирусная инфекция, тяжелое течение, двухсторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность 3-4 степени. Осложнения были. И несмотря на все наши реанимационные лечебные мероприятия, данный больной умер от коронавирусной инфекции. Третий больной, мужчина 1959 года рождения, проживал в Карасуйском районе Ошской области. Также обратился 25 июня в клинику Ошского государственного университета с диагнозом коронавирусная инфекция, двухсторонняя пневмония, тяжелое течение. Сопутствующая патология – это коронарная болезнь сердца, кардиосклероз, анемия тяжелой степени, язвенная болезнь желудка, хронический холецистит. Также этот больной из-за анамнеза установлено, что болел с 19 числа, амбулаторно получал антибиотики, но несмотря на это температура не снижалась, сдал анализы ПЦР-теста, результат был положительным и поэтому был госпитализирован, но в стационаре состояние не улучшалось, наступил прогресс заболевания, прогрессировало в тяжелую сторону, и несмотря на все наши усилия, наших медицинских работников, этот больной тоже скончался. Минздрав с глубоким прискорбием выражает соболезнования родственникам и близким этих умерших пациентов.